В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях заместитель руководителя филиала по правовым вопросам Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Рахим Саламов. Рахим Машвол. Насколько я знаю, фонд «Защитники Отечества» создан указом президента России. И вот в чем заключается цель и какие задачи вы перед собой ставите, Рахим? Да, Хамзат, действительно, Государственный фонд поддержки участников СВО создан в июне 2023 года, функционирует уже более 2 лет по всей стране. Одновременно начали функционировать и в частности Чеченской Республике тоже. И отвечая на ваш вопрос, основное это комплексное сопровождение именно участников СВО, а также их семей и членов семей погибших участников СВО. Что подразумевается под комплексным сопровождением, чтобы было понятно для нашего зрителя? Комплексное сопровождение – это когда участник или член семьи участника ставится на учет в филиале фонда, и его ведет социальный координатор. Социальный координатор – это работник фонда, который занимается непосредственно вопросами этого участника целевой категории, всегда находится с ним на связи и при необходимости задействует дополнительно специалистов с других учреждений и министерств и так далее. Какие именно меры поддержки оказывает фонд семьям участников СВО? Меры поддержки, они обширные. Это оказание психологической помощи квалифицированными специалистами. Это юридическая помощь, подразумевается под юридической помощью вплоть до того, что работники фонда помогают обратившимся гражданам указанной категории составлять обращения, заявления в разные учреждения, вплоть до того, что иной раз приходится с иском выступать, принимать участие в заседании суда. И также есть обеспечение техническими средствами реабилитации. И чтобы было понятно, опять-таки, технические средства реабилитации здесь относятся, это протезы конечностей, это кресла-коляски, а также даже автомобили. Автомобили выдаются участникам СВО, которые получили инвалидность в зоне СВО, с парной ампутацией конечностей. То есть это те автомобили, которые именно с ручным управлением адаптированы под именно таких людей с ограниченными возможностями, чтобы они имели возможность активно жить, заниматься своими семейными вопросами, быть активными. Вы работаете не первый год, а каковы успехи уже? Вот как много людей обращается в фонд и насколько хорошо работает обратная связь с обществом? Хамзат, за период работы с июня 2023 года и по настоящее время филиалом принято более 4954 участника СВО, также членов семей погибших участников СВО. От них в общей сложности принято 15 770 обращений и рассмотрено более 15 259 вопросов. Основные вопросы, с которыми обращается целевая категория, это денежные выплаты, связанные с участием, льготы по коммунальным платежам, зачисления на обучение, переобучение, назначение мер социальной поддержки. Спектр на самом деле более широкий, но это основные вопросы, когда возникают какие-либо проблемы с устройством детей в учреждения дошкольного образования. То есть спектр широкий. Рахим, а вот с какими ведомствами, организациями вам приходится взаимодействовать и охотно ли идут навстречу? Да, взаимодействовать филиалу фонда приходится с очень многими организациями. Здесь и все практически министерства, с которыми у нас заключены соглашения о взаимодействии. В частности, это Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, Министерство здравоохранения, Социальный фонд. В плане того, что охотно ли идут на контакт, отвечая на этот вопрос, еще в 2023 году есть протокольное поручение главы Чеченской Республики о взаимодействии с филиалом фонда, органом исполнительной власти и органом федеральной власти, которые расположены на территории Чеченской Республики, чтобы было тесное взаимодействие и взаимопомощь с филиалом фонда. Подводя итоги, хотелось бы, чтобы вы напомнили, как можно с вами связаться, как вас можно найти. Связаться с филиалом фонда
легко. Расположены мы по улице Ханкальский проезд 9, город Грозный. Также есть возможность через портал государственных услуг, сейчас очень многие граждане им пользуются, есть возможность, даже не выходя из своего дома, направить запрос и получить ответ. Также, если вопрос требует непосредственно участия в фонде, чтобы более было пристально рассмотрено данное обращение, человек может прийти в фонд. Также есть горячая линия, на которую участник СВО или член семьи участника СВО может позвонить и получить какую-то устную консультацию. Здесь номер тоже на сайте указан. Найти сайт в интернете, забив определенно вот эти вот необходимые данные, Государственный фонд поддержки участников СВО по Чеченской Республике находит легко. Рахим, я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете работу для военных, для ребят. Настолько, мне кажется, очень важная работа, и хочется пожелать вам удачи в дальнейшем, чтобы у вас все было бы хорошо и было бы полное взаимопонимание со всеми организациями, ведомствами нашей республики. Я напоминаю нашим зрителям, у нас сегодня в гостях был заместитель руководителя филиала по правовым вопросам Государственного фонда поддержки участников СВО, защитники Отечества. Дейрес Алмаса.